Добрый день, уважаемые читатели «Кактус Медиа». Мы вновь в прямом эфире, 12 часов дня, четверг, и мы приступаем к обсуждению очень важной темы, хотя, казалось бы, у нее достаточно сложное и модное название, о доступе к информации, но это именно та информация, которую получает каждый кыргызстанец или любой другой интересующийся жизнью Кыргызстана о всем том, что происходит в нашем государстве. Сейчас разрабатывается новый закон о доступе к информации, и это происходит в рамках чистки всей всех законов, которые проводит Минюст. И именно этот закон определяет то, что вы можете знать, а что не можете, что имеете право узнавать у государства, а что не можете. И сегодня мы на эту тему беседуем, на очень важную тему, еще раз хочу подчеркнуть, на очень важную тему, с юристом, разработчиком нового проекта закона, по сути, юрист и разработчик, юрист компании в рамках закона Фатима Якубаева. Спасибо большое за то, что вы приняли наше приглашение. И в первую очередь, насколько важно получать информацию от властей государства каждому кыргызстанцу, и имеют ли они на это право? Да, конечно, они имеют право на получение информации, которая находится в ведении государственных органов, органов местного самоуправления. Это право гарантировано нам Конституцией, право нам это гарантировано другими законами, которые, например, сейчас закон о доступе к информации регламентирует эту процедуру. Почему это важно? Это для того, чтобы общество знало, какие процессы в стране происходят, как на эти процессы можно повлиять, потому что если мы не знаем, как мы можем изменять что-то и, конечно же, предлагать. Потому что если мы не владеем информацией, как говорится, мы не владеем миром. Да? Так что механизм реализации права на доступ к информации он предусмотрен в этом законе, и сейчас как раз-таки пересматривается этот закон, предлагается совершенно новая редакция этого проекта закона, и я готова о нем рассказать. Вы являетесь разработчиком, то есть вас не устраивал предыдущий проект закона, и вам предложили присоединиться. А для вас что принципиально нового было привнести в этот закон, что повлияло бы на более доступную, на ее доступность обычному кыргызстанцу и, естественно, средствам массовой информации? Спасибо. Здесь вот важно сразу подчеркнуть, что разработчик не в таком смысле, что из парламента. Вы находитесь в составе рабочей группы. Да, я нахожусь в составе рабочей группы, но опять-таки разработчик обычно статус у депутатов. Вот. В данном случае я независимый эксперт, привлеченный со стороны ВКПЧО, и как раз-таки в этой рабочей группе принимала участие. До этого составляла правозащитную экспертизу на этот проект закона и на ряд других законов. Что касается, значит, того, что важное мы предложили, ну, во-первых, это разграничение субъектов государственного сектора и негосударственного сектора. Сейчас... Давайте пояснять, почему это важно. Да, ну вот, например, вы, если хотите отправить запрос в «Газпром», чтобы узнать, как они формируют тарифы на газ, вы не получите эту информацию. Вам скажут, начиная от того, что это не государственный орган, заканчивая тем, что это коммерческая тайна. Вам не ответят на этот вопрос. Хотя эта организация является естественным монополистом. Они единственные, кто, скажем так, оказывает такие услуги и поставляет такие товары. Поэтому общественный интерес к этой информации существует. Поэтому вот в этом предлагаемом проекте закона указывается как раз-таки, что такое общественный интерес, что такое субъекты негосударственного сектора, что они тоже обязаны делиться информацией, касающейся, если они занимают доминирующее положение на рынке, если они являются естественными монополистами, и также если они получают деньги из государственного бюджета. А в случае вот того примера, который вы привели, это как раз-таки вот происходит, получаются деньги из бюджета, мы также платим этой компании, и, соответственно, мы имеем спрос с ней, мы имеем право спросить с ней. Да, потому что есть компании, которые с государственным участием официально, там, например, аэропорт Манас, РСК банк и так далее, то есть они считаются с точки зрения действующего закона государственными органами, и мы можем получать у них информацию. Здесь никаких вопросов нет. Но если мы говорим о компаниях, где только частный капитал, то есть там физические, юридические лица без участия государства, но они держат очень интересную информацию, представляющую общественный интерес, которая, значит, и они занимают доминирующее положение, все-таки до них не удается достучаться и получить какую-либо информацию. Они ссылаются на закон о коммерческой тайне. И чтобы это не входило в противоречие с законом о коммерческой тайне и законом о национальном банке, поэтому туда тоже вносятся изменения для того, чтобы привести в соответствие, чтобы была гармонизация. Вот наш вот этот предлагаемый проект закона
к нему еще есть сравнительная таблица по внесению изменений в 8 других законов. То есть, чтобы предлагаемое нами реализовалось, надо еще вносить изменения в ряд других законов. А у меня тогда такой вопрос. Смотрите, каждый кыргызстанец имеет право написать письмо или позвонить в любой государственный орган, в государственную компанию, теперь уже, как выясняется, если примут законопроект, в частную, и узнать какую-либо информацию. В каком формате это можно сделать? Через телефонный звонок или исключительно письменное обращение в какие-то определенные сроки? Сейчас, например, есть возможность обращаться как устно, так и письменно, еще и электронно. То есть электронное обращение, оно приравнено как письменному. И, соответственно, закон, это уже закон другой о порядке рассмотрения обращений граждан, он предусматривает, что если вы электронно обратились, вам электронно и ответят. Да, то есть, по почте. Ну, не факт, у нас зачастую. Да, конечно. Мы ждем писем. Да, есть и такое. Иногда важно, конечно, получить с подписью печати на бланке, это, да, я с вами согласна. И сам закон о доступе к информации, он тоже говорит, что можно получить как устную информацию, так и письменно. То есть все зависит от формы запроса. В какие сроки госорганы, возьмем все это так, будем называть, должны предоставлять эту информацию? Сейчас это 2-недельный срок по закону о доступе, а по закону о порядке рассмотрения обращений граждан 14 рабочих дней. И вот здесь вот какая-то коллизия происходит, потому что 14 рабочих дней – это явно больше, чем 2 недели. И выходит еще там с праздниками и так далее, это может вообще выйти там почти в месяц, да, или точно в 3 недели. И выходит, что некоторые используют этот именно закон для того, чтобы дольше готовить информацию, дольше готовить ответ. То есть, по сути, скрывать ее? Ставить на паузу, да, то есть затягивать с предоставлением ответа. А вот то, что мы предлагаем, это 10 дней календарных. И мы в данном случае, вот как вы помните, на круглом столе этот вопрос тоже представительница Министерства культуры задала. Почему так, почему 10 дней в законе о порядке рассмотрения обращений ведь написано 14 рабочих дней? Я тогда ответила ей, и сейчас вам тоже повторю, что мы серьезно надо разграничивать эти два закона. Тот закон посвящен больше про рекомендации, про жалобы, да, то есть про обращение. Обращение в данном случае более широкий смысл имеет. Там, где нужна индивидуальная работа. Да, и где нужно принимать решения. Например, в том законе о порядке рассмотрения обращений граждан, в статье 14 указано, что государственный орган, рассмотрев обращение, обязан принять мотивированное решение. В законе о доступе к информации нет слов «решение», есть понятие предоставления ответа, то есть предоставление информации. Что тут решать? Мы имеем право запрашивать информацию, вы не можете решить нам ее не давать. Вы обязаны нам ее дать согласно закону, если речь не идет о каких-то там государственных секретах и служебной тайне. Вот здесь мы подходим к очень важной теме. Какую информацию, какого характера мы имеем право, вот, как обычные кыргызстанцы и как СМИ, запрашивать у государственных органов, у государственных компаний? Мы можем ответить так, да, что все, кроме, да, то есть всю информацию, кроме касающейся государственных секретов, касающейся служебной тайны, коммерческой тайны, банковской, налоговой там, и так далее. Если быть конкретной, то, например, вы хотите узнать, сколько налогов заплатил конкретный человек, да, например, ваш сосед. Вы не получите эту информацию, потому что она, кроме того, что считается налоговой тайной, еще и тайной частной жизни. Потому что тут в данном случае какой у вас интерес получить эту информацию. Другое дело, если это президент, да? Либо если это премьер-министр, и, конечно, общественный интерес к тому, сколько он платит налогов, возрастает. Поэтому государственные чиновники и служащие, они должны сдавать декларацию, где видно, где эта информация публикуется. То есть логика как раз-таки на этом и строится, что государственные деятели, государственные служащие, они должны сдавать, значит, декларации раз в год, где указано, сколько у них имущества, сколько они налогов за это заплатили, сколько заработали, сколько потратили. Вот. Что касается остальных, значит, граждан, то в данном случае закон их защищает в контексте личной информации и налоговой, и банковской тайны. То есть можем мы ли узнать, какое количество налогов заплатила та или иная компания? Вот, допустим, тот же аэропорт Манас или компания «Газпром Кыргызстан». Структуры у них разные, формат тоже.
Но нам интересно, сколько заработали монополисты на этом рынке. Да. Что касается информации о налогах со стороны юридических лиц, она и сейчас открыта. Есть budget.net.kg сайт замечательный, где можно, набрав ИНН юридического лица, получить эту информацию, и здесь никаких вопросов нету. Про налоговую тайну я говорю в контексте физических лиц, потому что налоговый кодекс предусматривает, что такое налоговая тайна, и он говорит о физических лицах. То есть не о компаниях. Хорошо, и это да. интересно. У меня тогда еще такой вопрос касательно доступа к информации. Да. Вот вчера стало известно от казахстанских СМИ о том, что премьер-министр Аскар Мамин поблагодарил нашего премьер-министра за спуск воды в мае месяце в объеме 330 миллионов тонн воды. Эта информация оказалась очень важной для кыргызстанцев, потому что мы об этом не знали. Должно ли было ведомство, в данном случае Кыргызстан Нацэнергохолдинг, сообщать о том, что произошел попуск воды в мае месяце, хотя сейчас декабрь, да, то есть они в итоге вчера прислали информацию, почему они это сделали. Должны ли были они сообщать еще тогда о том, что произошел такой факт? То есть, как мы понимаем, как СМИ, этот факт скрыли от нас, и мы узнали об этом от казахстанских коллег. Да, интересная история. Например, сейчас действующий закон обязывает государственные органы, ну и в данном случае Нацэнергохолдинг, потому что они на гособеспечении, сообщать о текущих событиях в стране. Да, то есть действующий закон, статья 17, если не ошибаюсь, она как раз-таки гласит, что государственный орган обязан сообщать о важнейших решениях, которые принимаются и так далее. И тут, если толковать с точки зрения здравого смысла, конечно, это подходит. Они должны были опубликовать, сделать пресс-релиз, либо еще что-то. Но я допускаю мысль, что это было сделано так. Эта информация есть. Она есть где-то мелким шрифтом в большом отчете, опубликованном на сайте, может быть, даже и летом или в мае она была опубликована, но что она не была доступна, ну, в таком широком смысле слова, да, что она какой-то маленькой строчкой в большом отчете, и никто не знает, что эта строчка там вообще есть, такое могло бы быть. И это очень распространенная практика со стороны государственных органов, вот так вот формально исполнять требования закона, потому что когда к ним приходит, например, прокурор или сотрудники прокуратуры с проверкой, либо с жалобой, и говорят, вот мы опубликовали, но это ваша вина, что вы не заходите и не смотрите. То есть вот иногда вот такие контраргументы, они, конечно, как я уже сказала, со стороны здравого смысла, они абсурдны. То есть нельзя вот так вот, это в каком-то смысле унижение, да, вот так с людьми спорить и так парировать. Но я надеюсь, что эта история, она их, конечно, научит, да, чему-то лучшему. И хорошо, что у нас сильное гражданское общество и СМИ, которое бдит за всем этим. И если бы этого не произошло, то есть если бы казахские коллеги не передали бы, если наши СМИ не придали этому значения, возможно, ситуация бы и не менялась. Я надеюсь, что это такой случай стал хороший в плане воспитания даже. Я буду надеяться, что это научит энергохолдингами, какому-то опыту. У меня еще такой вопрос. Как часто сталкивались вы с тем, что госорганы не предоставляют информацию? Вот в своей юридической практике оставили ли вы в судах это право? То есть я знаю, что вы сотрудничаете с нашими коллегами Club.kg, и они очень часто обращаются в суды как раз-таки именно по этим поводам. Да. Отвечаю на ваш вопрос. Да, часто, очень часто. И кто страдает обычно? Кто грешит этим? Государственные органы. И если какие-то конкретные или все по-разному. Тут, видите, еще такая особенность, что где больше шансов привлечь к ответственности. Например, министерство, агентство больше намного шансов, потому что они входят в кабинет министров. То есть они считаются министерствами, органами исполнительной ветви власти, и, соответственно, обратиться на них в суд можно. А если мы говорим о Верховном суде, о районных судах, мы говорим о парламенте, об омбудсмене, Нацбанке, прокуратуре. Вот тоже часто журналисты обращаются с запросом к ним, чтобы они дали статистическую информацию, либо дали какие-то деперсонифицированные документы, еще что-то, да, например. Да, это сложно. Это очень сложно, да, и они не дают. И говорят, что вы не сторона по делу, поэтому до свидания. Либо говорят, что мы вам просто не дадим, например, как парламент, они просто игнорируют и не дают ответ. А когда ты обжалуешь бездействие, например, в суд идешь, в административный суд города Бишкек, они не принимают даже административный иск, то есть физически его примут, потом через 3 дня вам отдадут красивую бумажку, где написано определение об отказе в принятии административного иска, объясняя, что парламент не может считаться административным ответчиком в контексте закона о доступе к информации.
Почему? Потому что в действующем законе о доступе к информации там есть ссылка в конце, что в случае нарушения этого закона механизм защиты прав человека осуществляется через закон о административной деятельности, административных процедурах. А парламент не относится? Да, мы заходим в этот закон об этом процедурах, а там только исполнительные ветви власти. Все. И получается вот такое сперва широкое, такое, да, как бы горлышко, а потом все сужение и все. И получается, что все, кто все другие ветви власти, они их вот такие отказы, игнорирование, либо неполное предоставление информации в контексте закона о доступе к информации, оно не удается это обжаловать. И мы это проходили несколько раз вот с клиентами, и с Клоп-медиа, и с другими тоже, когда не представляется это возможным, и все, и вот это такая красивая формулировка, которая существует. И зная вот эту практику, как раз-таки мы в рабочей группе ратовали за то, чтобы это все было пересмотрено, чтобы это все было изменено, потому что так дальше не пойдет, будет копиться недовольство, будет копиться недоверие, и для того, чтобы разрешать такую ситуацию, надо вот другой механизм предусматривать, то есть расширять понятие административного органа. Мы предложили, что административный орган, вот сейчас это исполнительный орган, что это государственный орган, в том числе со специальным статусом. То есть, который имеет ну, это в данном случае омбудсмен, то есть верховные суды, Нацбанк, КХЧ, прокуратура, это все государственные органы, которые имеют, значит, особый статус. У них конституционный еще статус есть, ну и в целом они не относятся к другим ветвям власти. Поэтому такое более широкое понимание, широкий термин, он позволит нам инициировать разбирательство и привлекать к ответственности. У меня еще такой вопрос. Насколько у нас в Кыргызстане по сравнению с другими странами, наверняка вы проводили какое-то сравнение, легко и доступно получить информацию от госорганов? Да, но тут тоже, да, все в сравнении, смотря какие категории для сравнения мы берем. Если мы берем категорию в плане скорости, да, 10 дней уже сокращается. Во многих странах это 5 дней. Даже в Казахстане тоже 5 дней. В Грузии там несколько минут, да, то есть зависит, конечно, от информации, какой именно информации. А говоря про качество, здесь очень субъективно, потому что зависит от самого запроса. Если попросили чуть-чуть, вот столько чуть-чуть и дадут, да, то есть либо у нас еще в действующем законе такая красивая фраза, если, в каких случаях отказывают в предоставлении информации. Если из самого запроса непонятно, что хотят, да, то есть и могут там включить дурачка, сказать, мы не поняли, что вы хотели, вот мы вам не даем информацию. А какую информацию государство обязано публиковать для граждан, за сокрытие которой, по сути, можно что-либо предъявить? Да. Значит, вот опять-таки снова повторюсь, что действующий закон, он это предусматривает. Есть статья 20, и там 36 пунктов, во многом они дублирующие, там так себе, я вам сразу скажу, потому что как раз я занималась над переработкой именно этой главы, и мы там значительно все переработали. Что государство сейчас обязано публиковать? Конечно, сведения о финансах, годовой свой бюджет и расходование этого бюджета. Они обязаны публиковать все принимаемые ими решения. Они должны публиковать информацию, которая представляет опасность и угрозу жизни человека и общества. Эта информация какая? Касательно пандемии, да? То Конечно. Есть какие-то климатические условия, климатические, экологические, то есть вот эти все важные вещи, они даже продублированы в Уголовном кодексе, где... А экономические, то есть прогноз экономический бывает не очень хорошим, и людей должны предупреждать о том, что повысится уровень инфляции, вырастут цены. Об этом должны предупредить? Этого в законе нет, но я согласна, что это должно быть. Другой вопрос, что они-то понимают, что разные настроения могут быть. Да? То есть если сейчас скажут, вот крупнейшую интервенцию Нацбанк сделал по иностранной валюте, чтобы сдержать сон, и некоторые начнут, если они опубликуют это как-то в другом, может быть, формате, с настоящей аналитикой, скажем так, не просто с фактом, да, то это может повлиять конечно, на рынок. То есть они могут ухудшить ситуацию, что люди побегут покупать доллары, да, и у нас полное обесценивание сомы может произойти. То есть, возможно, предвидя, да, по их мнению, определенные последствия, они специально эту аналитику не публикуют, либо ее не предоставляют для того, чтобы не создавать потом себе... Вот касательно интервенции Нацбанка, вот свою ремарку вставлю, то есть мое утро начинается с того, что я открываю информацию о рыночных операциях Нацбанка, и я наблюдаю, есть эта интервенция или нет. То есть отдельным письмом они не сообщают.
Нет, они не сообщают, но видите, то, что они публикуют, это и есть обязательство активного обнародования. То есть они выполнили? Они выполнили информацию. То есть они дали вам, скажем так, пищу, чтобы вы ее пожевали, подумали и что-то, может быть, сделали. Да? И тут, ну, как бы их привлечь за то, что они не публикуют, тут не получится, потому что они же публикуют. Другой вопрос там, в доступности этой информации, да, в своевременности этой информации, потому что какие-то сведения они могли бы в более доступном виде, да, и, например, публиковать. Вот в контексте, например, кредитных и заемных обязательств. Многие же люди думают, вот увидели мы баннер, что ипотека 17%, значит 17% и будет. А хотя они, и Нацбанк тоже не делает разъяснительную работу, что есть понятие средневзвешенная процентная ставка, которая может быть 31%. И этот 31% будет сидеть в этом кредите, а по документам это будет 17%. То есть тут много есть подводных камней, за которые на самом деле можно Нацбанк, мне кажется, пожурить, да, потому что эти вопросы, они все-таки тоже очень важны и важны экономически. А по поводу публикации информации на сайте НБКР они это делают. У меня такой вопрос еще. Касательно того, что кыргызстанцы активно интересуются политикой. Это правда. Как часто они, намного ли больше они стали делать запросы, интересоваться именно информацией от государственных органов? Я думаю, да, и это стало еще проявляться в социальных сетях. То есть, ну, опять-таки, сравнить 10 лет назад, когда я только начинала именно эту практику, все было на уровне письменных запросов. Отправлялись по почте, заказным письмом, с уведомлением, то есть вот такая вот классика, да. А сейчас я вижу, что все больше обращаются люди через электронные ресурсы, да, то есть электронные приемы. Да, есть электронные приемы, есть ЕЦП, да, электронно-цифровая подпись, они через электронно-цифровую подпись очень много информации могут получить. То есть там условно себе заказать справку о несудимости, да, бесплатно за 7 дней, чем идти, там, стоять в очереди и так далее. То есть много ресурсов сейчас создается со стороны государства, чтобы автоматизировать процесс информатизации, да, то есть чтобы они уже более быстрее, оперативнее, качественнее давали информацию. Поэтому я думаю, что такие действия со стороны государства, они встречаются с вот этим ростом потребностей, ростом спроса, скажем так, на информацию. И хорошо, что... И будет хорошо, конечно, если это будет дальше расти. Потому что пока я вижу, что это все идет, растет, это хорошо. Каким образом надо помочь обычному кыргызстанцу научиться получать информацию? То есть кто этим должен заниматься? Этим должны заниматься мы, средства массовой информации, там, другие НПО, или, может быть, государство должно показывать и рассказывать, что вот мы можем то и можем это. Здесь, конечно, или сами все-таки кыргызстанцы? Ну, я бы сказала, что в первую очередь сам человек должен понять, что права его нужны в первую очередь только ему, а не международным организациям, не СМИ, не государству и так далее. То есть иногда государству выгодно, когда народ непросвещенный, необразованный, им намного легче управлять. Это ясно, да? И поэтому, если мы хотим действительно качественных изменений, нам нужно начинать с самих себя. Соответственно, пробуждать в себе какой-то интерес, даже к мелким таким вещам. Почему, например, у нас председатель ТСЖ все время сборами какими-то занимается? Да? Неужели мы не имеем права узнать, куда наши деньги идут? Это все вот с таких маленьких вещей начинается, потом заканчивается там выступлениями в парламенте относительно государственного бюджета. То есть это может до всего до такого дойти. И не обязательно для этого иметь юридическое образование или какой-то многолетний бэкграунд. Достаточно вот этой вот энергии и, конечно, желание что-то изменить. Поэтому я думаю, что, конечно, в первую очередь это начинается с самого человека. Затем со стороны государственных органов должна быть обратная реакция. То есть, когда у меня есть такой интерес, желание, энергия, и я прихожу, передо мной закрыли двери, конечно, это все потом падает, да? То есть интерес может у человека их пропасть. Поэтому тут, конечно, двери должны быть открыты, информация должна предоставляться. Ну и вот сама среда, вот гражданского общества, СМИ, они должны, конечно, такие вещи, если нарушения идут, освещать. Если какая-то информация, обязательство активного обнародования со стороны госорганов происходит, тоже об этом публиковать. Ну, то же самое, что вот Нацбанк сделал, соответственно, СМИ перепечатал об этом, и люди задумались, да,
что нам надо, наверное, наши кредиты переоформлять с долларов на сомы, да, либо на другую валюту, потому что начинают тогда от этой информации люди питаться, да, вот как пищей, и задумываться и принимать потом другие решения, которые могут их уберечь от плохих последствий. Еще такой вопрос. Что относится к информации, защищенной государственной тайной? То есть что является секретной информацией? Есть ли у нас четкое определение вот в данном в контексте этого закона, и, может быть, оно отличается от других законов, да? То есть нужно ли это унифицировать все? Да, есть закон о защите государственных секретов. Закон такой старенький, скажу, то есть он тоже нуждается в переработке? Он тоже нуждается в переработке, но, конечно, с этим вряд ли согласятся. Вот, он достаточно жесткий? Видите, там дело не в том, что он не жесткий, он такой... То есть там еще нет интернета, наверное? Да, там, я бы, знаете, сказала, он настолько растягиваемый, да, что его настолько можно растянуть. Там, к примеру, есть такие слова, в каких случаях, на каких принципах должна засекречиваться информация. Ну, казалось бы, хороший вопрос, принципы и так далее. Там написано своевременность и обоснованность. А кто это определяет? Тоже не написано, да? То есть, ну вот, глава ГКНБ считает это обоснованно засекретить информацию о том, что о поставках, не знаю, медицинского оборудования. Обосновано, по его мнению, все будет обосновано. То есть это же неправильно, это не должно, то есть юридическим языком это называется дискреционные полномочия, это когда у какого-то должностного лица появляется слишком большой простор для принятия решений из-за каких-то слов в законе. И вот такие слова, как своевременность, ну ладно, если даже своевременность еще как-то можно обыграть, но вот обоснованность, это очень странно. Там в законе написано, что должна принимать решение об обоснованности какая-то экспертная комиссия или экспертное заключение даже там написано. Но тоже это заключение по форме, его можно сверху назвать экспертное заключение и засекретить. И тоже будет непонятно, на основании чего информация засекречена. То есть вот действующий закон, он настолько вот выгодно властям гибкий, да, вот с такими вот что пространными... он не входит в сферу интереса инвентаризации Минюста. Да, к сожалению, не вошел. То есть он такой пространный, да, и его, конечно, стоит поменять, уточнив, да, определенные фразы, то есть сузить вот это дискреционное полномочие до каких-то адекватных рамок, до каких-то адекватных полей. Иначе это вот как и будет, потому что были даже такие случаи, когда перечень информации, список секретов, да, ну если так вот грубо говоря, список секретов, не сами секреты, а сам список, что секретно, он даже засекречен. Ну, то есть, вот, например, где расположены там военные припасы, запасы там, и так далее, да, страны. В целом, да, это секретная информация, не должны там, например, враги знать, да, где у нас там спецтехника лежит. Но это просто предположение, что в этом списке может быть такое. А может быть, в этом списке этого и нет. Мы же не знаем, потому что сам этот список засекречен. То есть вы можете посмотреть в коробку, вы не можете даже посмотреть в коробку. Что там есть. Что там есть. А может быть, там и ничего нету. Коллеги рассказывали, что этот список опубликован на сайте «Консультант» российском. За 500 рублей его можно скачать, а здесь он на сайте Министерства юстиции недоступен. Но это же абсурд. То есть как-то вот у них этот список появился, да, а у нас его нет. Интересно, такой кейс. Прям вы меня заставили задуматься об этом. А существует ли какая-либо ответственность за непредоставление информации? Сейчас нет. А будет? Мы предлагаем изменения в Кодекс о правонарушениях, где будет уже штраф непосредственно и дисциплинарное взыскание, потому что обычно информацию отказывают государственные служащие, то есть должностные лица обычно, да, то есть это не тетя Люба, да, какая-нибудь, а именно должностное лицо, у которого есть полномочия отказать. Вот, и в данном случае для таких лиц, чтобы у них был штраф, который потом приведет к дисциплинарным мерам. Вот, то есть это чтобы работал механизм. А в целом, в контексте более широком смысле слова, то, конечно, есть возможность обжаловать такой незаконный отказ или незаконное такое вот игнорирование. Это все можно обжаловать в административный суд. И еще мы также предлагаем обжалование в омбудсмен. Вот. Конечно, сейчас у них есть такие полномочия, но они тоже немножко расширены, и получается, что их решения могут не исполнять. Когда ваша группа или Минюст уже будет вносить на рассмотрение Джугурку Кенеш готовый законопроект?
Ну, скорее всего, это будет в течение 4 месяцев. Как вы знаете, инвентаризация была продлена до 1 апреля, потому что по указу президента она была до конца этого года, и, конечно, никто не успел. Ну, вот все... изначально предупреждали, говорили, что это невозможно. Ну вот, видимо, амбиции, да, все-таки не позволяли увидеть адекватность. Но что касается вот этих 15 рабочих групп, насколько мне известно, все 15 рабочих групп, которые были сформированы, ни один из них не дошел до парламента до сих пор, то есть вот со своими законопроектами. Это как раз-таки подтверждает вот ту мысль, что вот 1 год этого недостаточно для такой масштабной работы. Этого недостаточно. Вот указ президента был 8 февраля, и где мы сейчас? Да? То есть сейчас 9 декабря, и, соответственно, из всех 15 групп, ну, насколько я знаю, я могу ошибаться, еще ни один законопроект не зарегистрирован в парламенте. Нет. Вот. Что касается нашей работы, то мы в контексте, ну вот в данном случае, насколько нам известно, Министерство юстиции вчера уже направило по всем министерствам и ведомствам эти работы, то есть сравнительные таблицы, справки обоснования, законопроект, и начнется процедура согласования между ведомствами. У них в целом 30 дней на то, чтобы согласование пройти, чтобы дать свои правки, рекомендации, чтобы эксперты над ними потом работали. Затем, после того, как согласование уже в внутриведомственном порядке произойдет, оно будет опубликовано на сайте Комтолку для того, чтобы соблюсти стадию общественных слушаний. Там тоже 30 дней. Соответственно, вот уже привет февраль, да, как говорится. Затем регистрация в аппарате ЖК, потом там еще 2 недели, затем 3 чтения и так далее, и так далее. И мы, конечно, сами опасаемся, что то, что мы предложили в стенах Белого дома, все может абсолютно перевернуться вверх дном. Многое что уберут, многое что не понравится. Но пока на этом этапе мы делаем, что возможно. Мы работаем с комментариями, с правками, с критикой, конечно же, и готовы вот к дискуссиям, потому что дискуссии, конечно, разные бывают. Вы, наверное, сами помните, на том круглом столе представители государственных органов отдельных. Верховный суд очень были сильно возмущены там касательно. Минэнерго, они вообще предложили, чтобы человек, отправляя запрос, мотивировал, зачем ему эта информация нужна. Ну, в законе четко прописано, что он не обязан. Конечно. Он говорит, вот он такие вещи интересные сказал, вообще не связанные с его, мне кажется, с функциями министерства, которые он представляет. Он сказал, в нашей стране существуют третьи силы, и надо понимать это. Надо это понимать, да. Ему такого. Потом еще, что нужно все-таки менять эти все законы с позиции государственной политики, с чем, конечно, не стоит соглашаться, по крайней мере, я точно не соглашусь. Мы должны делать изменения в соответствии с Конституцией, а не с госполитикой, потому что, госполитика это юридически это госстратегия, да, стратегия развития на 5 лет, которая может меняться и которая утверждается указом президента, извините, а указ президента, он по юридической силе намного ниже, чем Конституция, то есть он никак не может противоречить, если с юридической точки зрения смотреть, не с политической, поэтому я думаю, что вот такая обратная связь, которая поступила со стороны госорганов, она показывает, что там тоже нужно работать. Возможно, на уровне тренингов, каких-то семинаров эти вопросы удастся решить. Возможно, на уровне каких-то других встреч, раундов, а где-то, конечно, уже в судебном порядке. Будем надеяться, что государство поймет, что предоставляя информацию, оно снимает множество вопросов у населения и у СМИ. Я надеюсь, что ваш законопроект пройдет в таком виде, в котором вы его приготовили, который удовлетворяет как минимум вас, нас и в первую очередь кыргызстанцев, которые ими являются непосредственно адресатами этого закона. Да? Я напомню, что у нас в гостях была Фатима Якубаева, юрист проекта в рамках закона. Я благодарю за то, что вы приняли участие в нашей беседе. От себя хотела бы добавить, что подписывайтесь на все наши каналы, оставляйте комментарии, лайки и помните, что Кактус Медиа любит вас. Пока-пока.